спаленыя градам кулямётных чэргаў, зруйнаваныя ударамі варожай авіяцыі. Гэта гісторыя пра будынкі, што былі разбураны падчас Вялікай Айчыннай і маглі назаўсёды застацца ў мінулым. Дакументальныя фільмы пра архітэктуру, што адваявала права на жыццё, і пра людзей, якія па цаглінах узводзілі яе будучыню з руін і папялішчаў. Якія таямніцы захоўваюць у сабе гэтыя пабудовы і хто стварае новыя старонкі іх гісторыі? Шэсць стагоддзяў велічы і 5 дзён пекла. У 41-м Лідскі замак стаў лагерам смерці, у 44-м гарой абломкаў. Яго спісалі з рахункаў, але ён выжыў. Сведка адраджэння, загадчык аддзела Ганна Некрашевіч ведае кожную расколіну ў гэтых мурах. Як ёй удалося прымусіць загаварыць камяні, якія дзесяцігоддзямі захоўвалі толькі цішыню і боль, і як з попелу вайны узнялася легенда. О своем выборе я никогда не жалею. У меня первое образование, я режиссер современного досуга, праздников и обрядов, и я начинала работать в клубе тут в Лидском районе. Мы с мужем переехали в Лиду, и вот я устроилась в музей. И вот начиная с 2000-х, я ни разу не пожалела, что я свою жизнь связала с историческим наследием нашей Ильичины. Кто, если не мы? Каля сцен Лідскага замка застыў у бронзе вялікі князь Гедымін. У 1323 годзе ён заклаў тут першы камень, ствараючы шчыт для ўсёй Еўропы. Але гісторыя не пашкадавала яго. За 7 стагоддзяў цытадэль прайшла шлях ад велічы да руін, ледзь не знікшы з твару зямлі. Памятник Гедымину был установлен в 2019 году на праздник города в сентябре месяце. Но прежде чем его установить, в 2018 году был объявлен конкурс. Ну, потому что скульпторы должны же понимать, что должен себя представлять памятник, который хотят возвести в Лиде. И вот уже в феврале 2019 года была выставка, где участвовало 30 скульпторов со всей Белоруссии. И победила вот эта скульптура. Все, кроме плаща, исторически достоверно. Была консультация по всему. Понятно, что плащ – это художественный вымысел, это художественный образ. Но что касается всего остального, от стремян, меча, княжеской короны, доспехи, это элемент бригантины, плюс кольчужный доспех. Первая эмоция, которую хотелось выразить, это уверенность, потому что настоящая власть – это спокойствие и уверенность. Мне никогда не хотелось носить в этот образ никакой динамики, ни вот этого скачущего. Это все из серии какого-то процесса. А когда человек сильный и уверенный в себе, ему достаточно просто уверенно стоять, и этим он все скажет. Унікальнасць помніка пад зямлёй. Каб не пашкодзіць археалагічную спадчыну, для 6-тоннай статуі не капалі катлаван. Яна літаральна лунае над мінулым на спецыяльнай пліце. Сёння Гедымін зноў на варце, назіраючы, як яго тварэнне набывае другое жыццё. В Лидском замке немало оригинальных мест, то есть те места, которые сохранились со времени основания до сегодняшнего дня, то, что возвел князь Гедымин. Наиболее лучше сохранилась южная стена от башни и до угла, и вот восточная стена от угла и до маленьких ворот. И эти вот врата, это были центральные врата на территорию нашего замка. Арыгінальная паўднёвая сцяна замка нагадвае каменныя каралі. Такога эфекту дамагліся праз майстэрскае спалучэнне валуноў розных памераў. Пры будаўніцтве выкарыстоўвалі асаблівую цэглу-пальчатку, на якой сёння можна заўважыць адбіткі рук сярэднявечных майстроў. Когда я хожу по башне, по замковым галереям и прикасаюсь именно к тем фрагментам стен, которые оригинальные. Вот я каждый раз отмечаю, и когда экскурсии провожу, говорю, вот вы прикоснитесь к стене. Она значительно теплее, именно гедыминовская стена, чем та стена, которую восстановили.
Ты прямо их чувствуешь, тепло их души, тепло их рук. Гэтая цытадэль стала першым мураваным фарпостам Вялікага княства Літоўскага. Выбар месца для крэпасці быў стратэгічным. Для будаўніцтва такіх типаў замкаў, а это былі замкі касты, якраз патрэбна было это балоцістае месца. Чаму? Для таго, каб навокал была натуральная такая перашкода. Для лёгкай конніцы ці для пяхоты такая крыху балоцістая мясцовасць, она не такая вялікая перашкода. А для цяжкай, закутай у латы, конніцы, крыжакоў это была суцэльная пагибель. Дело в том, что да, действительно, он не то что строился как оборонительный, а он и служил как оборонительный. Более того, выдержал многочисленные осады и очень сильно пострадал во время этих войн с Алексеем Михайловичем, и особенно Северная война со Швецией. Это центральные ворота, которые были на территории нашего замка. И здесь они были секретом, потому что здесь у нас Барбакан. У врага была цель разбить ворота и попасть на территорию замка. Но не все знали, что тут еще были ямы-ловушки. То есть они падали в ямы-ловушки, и сверху на них еще лили смолу. И этот чернёный кирпич, есть такое предположение, что это остался от этой смолы. После пожара 1891 года наш город очень сильно горел. И в то время градоначальники все думали, или строить замок, или его восстанавливать. И склонялись к тому, чтобы его разобрать. У той час старажытныя муры ператварыліся ў падмуркі звычайных дамоў. Спыніць гэтае варварства і пачаць кансервацыю руін удалося толькі ў 20-е гады мінулага стагоддзя. Была прыслана цэлая археалагічная камісія з Санкт-Петербурга, якою кіраваў Петр Пакрышкін, загадала спыніць гэта ўсё. Была праведзена кансервацыя гэтых пабудоў, але гэтая кансервацыя была не вельмі удалай. Чаму? Таму што цемент не паспеў застыць, дажджы пайшлі. В 1941 году, в июне, буквально перед самой войной, в Лиде строился аэродром, и там бетонную полосу заливали. Нужен был камень. И кто-то из офицеров предложил, давайте мы замка возьмем камни. Директор исторического музея позвонил в Совет народных комиссаров в Минске, и оттуда был такой Былинский, председатель ЦНК, он отдал приказ не трогать замок. У даваенны час замак ажыў. У яго двары выступаў цырк, а мясцовыя каманды заўзята гулялі ў футбол. Зімой тут залівалі гарадскі каток, і пад гукі аркестра каля святочнай ёлкі збіралася ўся Ліда. Горад рыхтаваўся да маштабнай рэстаўрацыі, але чэрвень 1941 жорстка абарваў усе спадзяванні. Город стали бомбить в 5 гадзін раніцы, бомбили аэродром, чыгуначны вокзал, центральную частку города. Загинуло кіраўніцтва паўднёвага гарадка. Пришли 2 разбураных цягнікі пассажирских. Там ехали люди, кто был поранены, а там уже врачи на месте оглядали, кому можно оказать дапамогу, тому оказывали, кому дапамоги оказать уже нельга было, хавали. Было принято рашэнне ахвяр першых дзён войны пахаваць на тэрыторыі Лідскай районной центральной больницы. Там ляжыць больше за 809 человек. Практычна 23 чэрвеня знікла і старая Ліда. Усе будынкі, пачынаючы ад цяперашняга сабора архангела Михаіла да крыжа Дзіжаўскага касцёла і да замку былі ў руінах. У ліпені 41-га сцены, што калісьці служылі абаронай, сталі сценамі турмы. Фашысты ператварылі замкавы двор у лагер для савецкіх ваеннапалонных. Штотыдня ў замку паміралі дзясяткі людзей. Целы вывозілі і хавалі за межамі горада. Людзі спалі на камянях, не маючы аніякай абароны ад стыхіі. Адзіным сховішчам ад холаду і дажджу былі норы, якія палонныя отчаянно выкопывали у земли. Их загоняли, находились они здесь в максимальном количестве до 3000 человек. У нас есть воспоминания, тогда это была девочка Нина Качан, кстати, очень героическая девочка. И ей в этот период было примерно 10 или 12 лет. И она вспоминает о том, как они наблюдали за прогоном колонны военнопленных. Многие плакали, особенно женщины, конечно. Давали им картошку, хлеб, и они бросали этим изможденным раненым колонну. Они старались это подобрать, но
Немцы этому препятствовали, избивали прямо у них на глазах, а некоторых даже, в общем-то, расстреливали. Але жахі вайны для Ліды на гэтым не скончыліся. У 1942 годзе каля замка было створана гета. Гістарычны цэнтр стаў месцам зняволення для тысяч яўрэяў. Толькі падчас масавых расстрэлаў тут загінула каля 6700 чалавек. Яно агаражвалася калючым дротам. Евреям забаранялася хадзіць па тратуарам, толькі хадзілі па праезжай частцы, і ім не дазвалялася ўступаць у зносіны з мясцовымі жыхарамі. Еврею расстрэльвалі у турме, а расстрэльвалі ў нашых мястэчках. Тых, каго адабралі, жанчын, дзяцей і старых, павялі ў раён Дубіноўскага, у лес. За адзін дзень было расстраляна каля 7000 чалавек. Гэты лес прапітаны крывёю. Пры адступленні ў 1944 годзе немцы падарвалі ў замку склады боепрыпасаў. Выбух стаў апошнім разбуральным ударам вайны, які пакінуў ад велічнай цытадэлі толькі маўклівыя руіны. После освобождения город лежал в руинах. Были разрушены все промышленные предприятия, культурно-бытовые, административные здания. На 75% был разрушен жилой фонд города. Общий ущерб, нанесенный в период оккупации немецкой, составил на тот момент 405 миллионов рублей. Расстреляно 11 166 человек, повешено 4 человека, убито и замучено 830 советских военнопленных, 49 человек были угнаны в немецкое рабство. Вайна забрала кожнага трэцяга жыхара Ліды, пакінуўшы рану на абліччы і ў душы старажытнага горада. Сімвалам пасляваеннага адраджэння і памяці стаў курган бессмяротнасці. У яго аснову легла зямля з гарадоў-герояў, спаленай хатыні і лідскіх вёсак, дзе ішлі баі. Як калісьці замак, курган узводзілі ўсёй грамадой. Ён стаў супольнай справай дзеля захавання памяці пра мінулае. 8 ліпеня 1966 года у 17:00 адбылося ўрачыстае адкрыццё кургана. Жыхары, госці горада з розных куткоў, ветэраны, якія яшчэ былі жывыя, ўчылі голас левітана. Да кургана быў прывезены факел з агнём запаленым ад плошчы Перамогі ў Мінску. Пасля вызвалення горада замкавы двор заставаўся разарваны варонкамі і завалены снарадамі. З гэтымі небяспечнымі прывітаннямі вайны пазней сутыкнуліся археолагі. Раскопкі не раз прыпыняліся для выкліку сапёраў. У 1978 годзе тут знайшлі 150 боепрыпасаў, а ў 1986 адразу 500. Гэта на цэлы месяц паралізавала рэстаўрацыю, нагадваючы, як глыбока вайна укаранілася ў старажытную зямлю. После Великой Отечественной войны замковый двор был пустой, никаких строений на территории замка не было. Лишь уже на замок обратили внимание, начали его массово восстанавливать. Это были 80-е годы 20-го столетия. Для пасляваенных пакаленняў літчан гэтыя руіны былі не крэпасцю Гедыміна, а проста маляўнічым фонам для будзённага жыцця, які павольна знікаў пад уздзеяннем дажджоў і часу. У 1950-е гады замкавы двор, сведка княжацкіх баляў і ваенных бедстваў, стаў гарадскім стадыёнам. Гэты незвычайны спартыўны лёс літаральна выратаваў цытадэль. Пакуль на поле змагаліся футбалісты, сцены замка нарэшце перасталі разбіраць на будаўнічыя матэрыялы. Гэта стала своеасаблівай паўзай перад маштабным аднаўленнем. Уже в 1953 году было принято решение об охране его как памятника истории. Тогда повесили доску. У нас висела доска на входе в замок, что это памятник архитектуры, охраняется законом. В нашем архиве имеются фрагментарно документы, относящиеся к восстановлению Лидского замка. Самый первый такой документ датируется 1953 годом. Это документ решения исполнительного комитета Лидского городского совета депутатов трудящихся. В этом решении говорится о том, что на отдел культуры возлагалась работа по охране архитектурного памятника. На тот момент он назывался «Руины замка Гедымина».
Далее в этом решении говорится о запрете стрельбищ на территории Лидского замка, а также пасьбы скота. Возлагалась ответственность за эту работу на органы милиции. В 1967 году на заседании исполнительного комитета Лидского городского совета депутатов трудящихся рассматривался вопрос о передаче памятников архитектурных под шефство промышленным предприятиям, организациям, учреждениям, и руины замка Гедемина были переданы под шефский надзор строительному тресту номер 19 города Лиды. В 1978 году началось восстановление стен. Не отстройка, не возведение, достройка. То есть достраивали там 3 где-то, 2 метра, 4, то есть достройка. От аутентичных стен Лидского замка сохранились фрагменты. От каждой стены фрагменты определенных размеров, высоты и длины. Поэтому, безусловно, само сооружение осталось в этих исторических границах. За основу были взяты существующие стены, существующие. Башен, к сожалению, не было, не сохранились, были только остатки башен. Башня Витовта была до 6, где-то 4-5 метров. Реальная, настоящая, а все остальное достроено. Останки находились по толстым слоям дерна. Там до 1977 года был такой холм не совсем определенной высоты. И, кстати, вот до сих пор встречаются иногда на экскурсиях люди, которые вспоминают о том, как они с этого холма катались в детстве на санках. Было выявлено, где на стенах размещались бойницы, откуда брал початок мост, за якой стены, куды, все это. Потому что чертежов, так как замок был побудований у 14 стагоддзі, перша половина 14 стагоддзя, безумовно, не засталося. Была вот проведена реконструкция с приспособлением под современные там, музейные выставочные функции. Вот, получился вот такой вот объект. Дзякуючы супольнай працы навукоўцаў і жыхароў, маўклівая цытадэль нарэшце ператварылася ў жывое сэрца Ліды. Рэстаўрацыя 80-х абярнулася трагедыяй. У 1983-м заходняя сцяна абрушылася пад цяжарам неякаснага бетону, які стаў непасільнай ношай для змучанага фундамента. В 80-м году выделили деньги, но не было специалистов. Все специалисты строили олимпийские объекты. И нам вот строили наш замок студотряда студентов. В данном случае, как могли они, так его и строили. Люди работали не за деньги, за совесть. Они работали с теми материалами, которые у них были. Они старались максимально, как они понимали, сделать хорошо. Ни каких-то особых материалов, ни какого-то исследования по качеству строительного материала не было. Довольно подробно поработали археологи, значит, по внутреннему оснащению, по раскопке вот этих остатков башен. Найдены были нервюрные кирпичи, которые послужили в основу свода. Было предложение сделать здесь такой огромный концертный зал, на который бы съезжались всякие вот музыкальные коллективы и выступали. Здесь, я помню, мы проходили мимо замка, очень долго была реконструкция, такой тяжелой достаточно. И вот эта западная стена, которая сейчас находится, ворота, она очень часто была отцеплена, потому что оттуда падали камни просто, и было опасно проходить рядышком. Но в детстве, кстати, мы не называли это замок, назвали крепость. Где встречаемся? Возле крепости. Сохранилась кладка и сохранились бойницы, боевые галереи вплоть до верха стены. То есть было полное обоснование восстановления на полную высоту. То есть это мы не придумывали, как оно могло быть. Тут в этом замке сохранилась и графика, в том числе есть гравюры, ну, иконографические материалы прошедших времен. И плюс еще сохранился в натуре почти полная высота этой стены. У сярэдзіне 90-х рэстаўрацыя спынілася. 15 гадоў зацішша сталі выпрабаваннем. Без даху вада і мароз літаральна разрывалі муры знутры. У красавіку 2004-го заходняя сцяна не вытрымала зноў. 20-метровы участак абрынуўся, стаўшы апошнім папярэджаннем перад вялікім адраджэннем. У 2002 годзе пачаўся новы, самы маштабны этап адраджэння – дажыначны.
Замак рыхтаваўся прыняць усю краіну на рэспубліканскае свята дажынкі 2010, і праца не сціхала ні на хвіліну. Гэта быў час, калі крэпасць нарэшце атрымала свой завершаны выгляд. Город готовился к этим празднованиям, и на реставрацию Лидского замка и прилегающей территории тоже была выделена определенная сумма. На тот момент она исчислялась 2 миллионами 300 тысячами белорусских рублей. По 2010 велось второе строительство. На новой документации, на новых уже материалах, на новых идеях. Был еще там такой и третий, который я даже не могу назвать этапом, потому что он был настолько неожиданный. Звонят и говорят, замки опять что-то начали делать. Выясняется, стали строить вот эти вот здания, копать, заново траншеи прокладывать, заново бетонировать. И в 2002-2009 достроили вот эту юго-западную башню. И тогда же достроили западную стену. Муры падраслі, вежы накрылі чарапіцай, а возера побач зноў стала люстэркам для старажытных сцен. У двары аднавілі кузню і казармы, вярнуўшы дух сярэднявечнага быту. А ў вежы Вітаўта Ганна Некрашевіч нарэшце адкрыла маштабныя музейныя залы, напоўніўшы старажытныя муры жывым зместам. Все вещи, которые здесь выставлены у нас в экспозициях, они все ценные. Потому что это 14, 15, 16, 17 век. У нас есть очень ценный корт, но корт привязать к военным событиям у стен Лидского замка. Поэтому там и оружие мы выставили, и реконструкцию доспехов. У нас очень много фрагментов кухонной керамики. У нас есть интерактивный зал, потому что музей 21 столетия – это же не только смотреть, но еще люди должны окунаться в ту или иную атмосферу. И вот у нас интерактивный зал называется «Пиры в Лидском замке». Менавіта тут, у Лідскім замку, падчас рэстаўрацыі знаходзілі не толькі зброю, але і прадметы побыту, якія сведчаць. Жыццё ў гэтых сценах не спынялася нават у самыя цяжкія часы. Есть совершенно потрясающая ладья на 4-м этаже, вот в княжеском покое, из кости. Отличная сохранность, и шашка также из кости животного. И это находки, которые были сделаны именно во дворе Лидского замка, и они именно этим и ценны, и интересны. И мы с гордостью всегда показываем нашим гостям, демонстрируем стройматериалы оригинальные. Вот кирпич, которому более 700 лет, раствор застывший, и вот такая оригинальная черепица, найденная на месте раскопок обеих башен. Когда есть попытки, я даже не знаю, откуда это пошло, называть Лидский замок новоделом, это просто преступление по отношению к Лидскому замку. Южная стена сохранилась на 90%. Восточная и северная до высоты 8-9 метров. Это почти на 70-80%. Очень плохая западная стена. Там есть только блок, который с 14 века держится. Что касается башен, юго-западная новодел чистый, а вот башня в северо-восточной сохранилась прекрасно до 2-го этажа. Реальный 14 век. Вы думаете, что вот его сделали, отреставрировали, все? Нет, продолжается жизнь, продолжаются текущие ремонты, реконструкция лестниц и прочее. Переделали вот эту входную группу, центральную часть деревянную. Вот сейчас вопрос стоит о ремонте лестниц. Поднимается вопрос о ремонте облицовочного слоя кладки. Задавали вопрос музейные работники. Там проводятся рок-фестивали. И вот этот вот звук, вибрации и прочее, вот как он будет влиять на состояние стен. Лідскі замак бачыў не толькі войны і разбурэнні, але і самае пышнае вяселле сярэднявечча. Менавіта тут, у 1422 годзе, кароль Ягайла святкаваў шлюб з Соф'яй Гальшанскай. Сёння адроджаны з руін замак зноў прымае гасцей, вяртаючы сабе статус цэнтра жыцця і ўрачыстасцяў. Замак, нарэшце, здабыў сваю душу. Паверхі вежы Вітаўта – гэта шлях ад знаходак мінулага да княжацкіх палат. Новыя сцены тут узведзены па старадаўніх узорах, але апора ў іх спрадвечная.
Фундамент, закладзены Гедымінам, вытрымаў усе войны, каб сёння стаць падмуркам для новой гісторыі. Я всегда работаю с таким девизом, что я работаю для людей и ради людей. И когда увидишь благодарность людей, улыбки на их глазах, и когда они просто скажут тебе спасибо, ты понимаешь, что ты день уже прожил не зря. Для меня Лисский замок – это не просто место работы, это как живой организм. Это мое место силы, потому что когда никого нет, уже закрываются башни. И я вот, бродя по замковому двору, я всегда представляю, как это могло быть 700 лет назад, 600 лет назад. Бродя посередине замкового двора, я просто могу встать, и вот я уже от этого получаю силу, новые эмоции для следующей работы. Сем стагоддзяў гэты замак быў нашым шчытом, пакуль вайна не ператварыла яго ў руіны. У 40-е яго муры сталі сведкамі небывалага болю, і, здавалася, цытадэль загінула назаўжды. Але замак перамог смерць. Паўстаўшы з попелу, дзякуючы працы і веры людзей, ён вярнуў нам нашу памяць. Сёння Гедымін зноў на варце. Гэта жывы доказ таго, што ніводная сіла не зруйнуе нашу годнасць, а жыццё заўсёды мацнейшае за разбурэнне.